Я второй день не сплю, точнее ночь не высыпаюсь. Мелкий в 5 утра встает. Его же не волнует, что ты приехал там в 3, в 2 утра. Когда я женился, были моменты, когда я хотел уйти из проекта. Думаешь, боже мой, тебе 30 лет, а ты прыгаешь как тушканчик. Может, хватит, пора степениться, заняться чем-нибудь серьезным делом? Пока я в проекте, пока я с парнями, мы будем творить. Все началось с ДК, 2 колонки, простой, прям самый простой микрофон от караоке. Даже были моменты, что просто стояли, как их назвали, я уже забыл это слово, магнитофоны, музыкальные центры. И все. И было у нас только 2 или 3 ремикса. Мы ездили, да, люди кайфовали, заказывали еще и еще. Изначально нет, изначально я был далек, я был против всей этой штуки. Она мне была не близка. Из-за того, что я не знаю языка, не знаю народ, и я этого сторонился. Все изменилось с приходом Паши Поздеева. Я увидел человека, который действительно прям горит, топит за удмуртское. На предложение играть удмуртскую музыку они отреагировали адекватно, в отличие от всех остальных диск-жокеев. Не пропустили ни одной вечеринки. Вначале как резиденты, сейчас как организатор. А Open Air — это продолжение линии дискотечной. Но это реально звезды удмуртского мира. Ярати? Яраты, правильно, да? Тоника, да, скорее всего, с этой песней и появилась. Перед первой дискотекой мы ее сделали. На тот момент, когда мы начали заниматься, не так много музыки, и вот именно выпускалось современной удмуртской музыки. Вот, мы решили сами взяться просто и делать. Но это было интересно, и это было круто, это было наше. Мы всегда там за эталон танцевальной музыки бьемся. Мы в этом выросли, мы в этом чуть-чуть понимаем. Чуть-чуть эксперты. Песни, которые мы писали раньше, когда мы сидели вдвоем вместе с Алексеем за одним компьютером, у нас была одна мышка, одна клавиатура, и мы сидели так: давай повернем сюда, ага, звук такой, повернем сюда, звук такой. Качества не было, но вот эти, как я называю, вот эти дубовые треки, не сведенные, а в них есть жизнь. Признаюсь честно, я Влада и Лешу считал, материться можно? Педиками я считал. Потому что они сидели за одним компьютером, постоянно вместе, постоянно куда-то вместе уходили. Слава богу, все хорошо, все нормально, все благополучно, парни нормальные. С 2012 года я прям плотно в проекте «Тоника», вот уже 7 лет, 8-й пошел. Именно втроем мы можем свернуть горы, а по отдельности, может быть, слишком много сильно сказано, но все-таки я сомневаюсь, что что-то получится по отдельности. 400-500 точно мы сделали ремиксов. Было у меня в трамвае, как-то ехал: «Леха, Иктоника!» Там прямо с другого конца мне крикнули. Я такой: да. Это приятно, да, тоже все равно. Мы уже имеем свои дискотеки, концерты вполне. Сейчас уже немножко от концертов отошли, но, в принципе, мы можем концерты делать. Мы можем фестивали проводить. Стали уже работать прям такими с именитыми звездами. Позапрошлом году мы привлекали группу Иван Купала. В прошлом году был нейромонах Феофан, нынче группа Бурито. Если бы мы ушли в минуса, то это было бы не минус там 30 тысяч, не минус 40 тысяч. Это было бы гораздо больше. Потому что мы как-то один раз уже ошпарились на новогоднем концерте. И пришлось полгода все свои выездные мероприятия работать на закрытие вот этого вот провального концерта. Первый фестиваль нам обошелся в 100 тысяч рублей. Сейчас бюджет фестиваля выливается за 1 миллион. Будущее за удмуртским миром, я вижу, что это объединение русского и удмуртского, чтобы появлялись такие песни.
пол припева на русском, пол припева, там, не знаю, на удмуртском. Может быть, это и правильно. Но удмуртскость, как мне кажется, в плане своего развития, удмуртлык в плане своего развития сейчас от тектоники мало что получает. Но с точки зрения развития отдельно взятого проудмуртского проекта «Эктоника» это очень круто. Мне очень жаль, что всю деятельность «Тектоники» мало кто замечает. Какая-то инста-чеберинка, не знаю, с одним проектом стала звездой финно-угорского мира, а эти 15 лет уже угрохали своей жизнью на то, чтобы веселить удмуртскую молодежь. Иногда на меня находят, что там, да, ты это делаешь, да, это круто, да, это круто. Но, опять же, понимаешь, что если бы не парни, если не Алексей, не Петруха, у меня не было бы даже и 50 того, что есть сейчас. 50% вообще вот всего. А если бы не Паша Поздеев, я вообще не знаю, кем бы я сегодня работал. Работал бы просто звукачом. Вот так. Круто, что мы сделали, что в принципе никто не сделал в Удмуртии. Хочется еще там выйти на европейский уровень. Кто-то нас любит, кто-то хейтит. Кто-то нас, простите, обсирает. А кто-то, наоборот, боготворит. Все мы разные, всем не угодишь. Но мы стараемся. Самое рисковое и самое большое мероприятие, оно у нас впереди. Мы его еще не сделали. Когда-нибудь оно будет.